Фламенко очень молодое искусство, история которого насчитывает не более 2 веков. С тех пор, как в этом танце стала использоваться гитара, оно находится в постоянном развитии. В 19 веке термин фламенко обретает более конкретное содержание, нам близкое и привычное. Кроме того, в середине века это определение начинает применяться к искусству. Согласно утверждениям исследователей, первые исполнители фламенко появились в Мадриде в 1853 году, а в 1881 уже публикуется первый сборник песен фламенко Мачадо и Альвареса. С появлением кафе «Кантанте», в которых исполнение фламенко начинает носить профессиональный характер, ведется непрерывная борьба между теми, кто яростно защищает чистоту искусства, и сторонниками дальнейшего распространения и развития этого танца. Новое фламенко не родилось в 80-е. Это другое фламенко существует уже много десятилетий. Движение – вот что важно. Это означает жизнь. Также стоит добавить, что во фламенко допускается импровизация, причем всегда. Это нам рассказала одна из представительниц этого танца, Бланка Сивера. Когда танцоры и участники фламенко, гитарист и комтадор, достигают именно профессионального уровня, во время выступления всегда идет импровизация, потому что артисты понимают друг друга с полувзгляда и с полжеста. Перефразируя известное выражение, можно с уверенностью сказать, что фламенко все возрасты покорны. Как мне сказала Бланка Пердигель Сивера, в любом возрасте можно начать заниматься этим танцем. Преград по возрасту совершенно нет. Главное, чтобы участвовало сердце и душа.